На сегодняшний раз я задумал на буран. Вот в задней части здесь место есть. Задумал сделать багажник. Багажник, чтобы в одиночку ездить, немножко там груза набрать туда, что-то положить, там рюкзак, ящик какой, рыболовный или еще. Для этого понадобится нам вот такой кусок полосы металлической 4 мм и профильная трубка 20 на 15 мм. Будем смотреть, что из этого получится. Вкратце покажу, что и как. Еще понадобится нам болгарка и сварочный аппарат еще. А в конце уже как сделаем каркас, будем обшивать еще оцинкованным листом. Но это по ходу буду показывать. Для начала делали обрезку вот две таких одинаковых полотна. И если посмотреть, там полотно тонкое и шатается во все стороны, куда хочет. Для этого мы, чтобы не шаталось, приварили вот такие две проволоки 5 миллиметровые или да, на 5 или 6 миллиметров. И уже когда вставляешь, они держатся крепко и никуда не шатается он. Вот так все. И вторую также приварим, чтобы ничего не шаталось. Вот так выглядит наша стойка. Хорошо сидит, что с одной стороны, что с другой стороны. Вот она также. Все. Дальше уже здесь будем варить. Здесь будем варить. Продолжаем. Сделали еще обрезку, вот такие две штучки. У нас получилась короткая вот эта часть 37 сантиметров, а это, это и не померял. Так на глаз примерно обрезку сделал. Ну, в общем, в таком виде сейчас пока немножко прихватываю и полностью варить еще не буду. Все еще делаем такой каркас. Здесь режем и сюда привариваем. Ну вот. Получается пока так.
Стойка основана. Весь каркас будет на нем держаться. Каркас наш почти готов. Вот что у нас получилось в данный момент. Остается еще стойки приварить. Такие стойки. По углам и в середине еще. Вкратце. И как стойки приварим еще сверху также каркас. Почти готово, уже сварочную работу закончили. Вот как выглядит наш багажник. И спереди вот так. Остается обшить и крышку доделать. Дно из фанеры еще. И можно сказать, багажник будет готово. Еще перед тем, как обшить, надо покрасить. А для покраски нам надо более солнечная и теплая погода. На улице сейчас все тает. Пасмурно, дождь идет. Дно будет держаться на поперечине, вот на этих профилях. И все сюда влезет. И ящик рыболовный, и палатка, и собаку можно загрузить. Где-то сантиметров 5, наверное, уже бурана у меня вышло, что с одной стороны, что с другой стороны. Где-то, сантиметров 7-10, да, где-то сантиметров 8, наверное. Все круто. Не знаю, вот такую крышку как доделать, на навес или просто так как-то. Но я еще буду думать, что и как. На сегодня всю работу закончили сварочную. Айда, душа, айда. Вот наш каркас, и из фанеры, наверное, 4 миллиметра, не толще фанера, сделали мы дно нашего багажника. Вон как хорошо сидит, все ровно. Слишком толстой не будем делать. Лишний груз нам не нужен. Отсюда уже ничего не упадет, не пропадет. Крепить тоже ничем не будем. Съемную сделаем. Все отлично.
Но одна сторона уже почти готова. Вот как мы видели, сперва отметили, обрезали и уже все. На 2 заклепках прихватил там. Остальные уже как бы, короче, буду обшивать эту сторону и буду сгибать оцинкованный лист наверх. И там уже буду крепить.
Ну что, ребят, я обшивку закончил. Вот немножко показал, как я обшивал. В общем, обшил я лист оцинкованный 0,4 мм толщина. И закреплял там вот такими заклепками. Ну, закреплял заклепками и, наверное, так, 4 на 8 заклепка. В пачке 50 штук. Я использовал больше пачки. Где-то 60-70 штук, наверное, у меня ушло заклепки. И все. В принципе, все готово. Уже остается только ставить на буран и пробовать на буране, как он смотрится. Вот так вот. Все готово. Не знаю, там по весу, наверное, пару килограмм получилось. Килограмма 2 точно есть. Но это немного. И сюда уже много груза влезет. Так что дальше уже будем смотреть, как он будет выглядеть на буране. А пока мне все нравится. Остается только показать багажник, как выглядит на буране. Сейчас уже я поставил. Вон, тут я также приварил вот такое крепление для спинки. Вот тут у меня спинка, я буду здесь сидеть, и еще стоит вот такой багажник. Такая коробка. И в принципе вот такой нехитрый багажник у меня получился. Все. Ну, крышку я еще пока не сделал. Можно обычной нетканкой накрыть и резинкой для багажника затянуть, и ничего не случится. Сюда все будет вмещаться, и ящик, и палатка, рыболовные снасти, все. Можно собаку тоже так загрузить и поехать. Вот так вот. Ну все. Может, кому и понравилось такое изобретение мое, может, кто будет делать тоже. Немножко вкратце показал свою работу. И кто смотрит мои видео, не раз вы еще увидите мою езду с таким багажником. В одиночку, когда буду ездить, конечно, всегда я буду брать вместо прицепа вот этот ящик. И еще лыжи сюда прикрепим, и ничего лишнего, все с собой. Рюкзак, ружье, лыжи и что еще для охоты надо. Если на рыбалку, конечно, для добора и рыболовные снасти. Ну все, ребята, всем пока и до новых встреч на природе в Коми.